Почему ты принял решение поехать на специальную военную операцию? На специальную военную операцию так как я служил срочную службу в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, и все мои знакомые, друзья, много кто поехали служить, и как-то тоже не хотелось оставаться на стороне и поддержать пацанов, рядом быть в строю, в одном строю. Ты уже довольно давно находишься на СВО. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, человек может привыкнуть к жизни на войне? Но человек может адаптироваться к условиям войны, так как психика включает защитные механизмы, привыкает не к самой войне, а адаптироваться к выживанию в новых условиях. Скажи, пожалуйста, ты уже думал о том, что сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Ну, когда вернемся с победой, буду жить дальше, поддержать своих близких, свою семью, ну и жить обычной жизнью. Скажи, что для тебя значит слова патриот и патриотизм? Но патриотизм в первую очередь проявляется в глубоком осознании в каждом военнослужащем, личном ответственности за защиту Родины и в необходимости добросовестно и честно выполнять свои служебные обязанности. Когда ты вернешься домой, если вдруг кто-то спросит, а для чего все это было нужно, что ты ему ответишь? Но СВО было начато для защиты жителей Донбасса, обеспечения безопасности России, защиты общих ценностей для обеспечения будущего России и защиты ее суверенитета и людей, принявших быть с Россией. Как и почему ты оказался на специальной военной операции? В 24 году собрались с другом детства вместе, посчитали, что здесь от нас больше будет пользы. Мы выполним свой долг, как говорится, перед Родиной. Можешь вспомнить вот свои первые ощущения, когда вот ты в первый раз заехал, ну, может быть, уже на ЛБС? Первые ощущения были, конечно, куда я попал. То есть в 24 году довольно-таки много было и камиков, и прилетов. То есть мы сначала, конечно, опешили, но потом быстро взяли себя в руки и начали, как говорится, выполнять свой долг, сбивать, уничтожать. И так через полмесяца я уже попал в саперное подразделение, и работа началась. Ты уже довольно давно здесь. Есть что-то, почему или по кому ты больше всего скучаешь из гражданской жизни? Ну, конечно, у всех есть мамы, родители, папы, семьи. Очень скучаю. В частности, по дочке скучаю, по жене скучаю, по маме. У тебя уже были мысли, планы насчет того, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Ну, мысли-то есть, но желательно их так далеко не загадывать, не строить планов. Потому что все мы прекрасно понимаем, где мы находимся. Ну а так, конечно, в первую очередь, как говорится, обнять своих родных и близких и поехать отдыхать. И такой еще вопрос. Что вот лично для тебя значат слова патриот и патриотизм? Для меня лично это безопасность близких, безопасность вообще нашего государства, чтобы пока мы здесь, они спали спокойно, жили спокойно. То есть патриотизм, на мой взгляд, это прежде всего, когда ты заботишься о безопасности своих близких, друзей, соотечественников, которые находятся сейчас в России. Когда ты вернешься домой, если кто-нибудь спросит, Ефим, а зачем все это нужно было? Что ты ему ответишь? Ну, это очень сложный вопрос.
У каждого человека, как говорится, на такой вопрос, наверное, свой ответ. Но для меня в первую очередь это долг перед Родиной, как мужчина. Почему ты оказался на специальной военной операции? Но я всю свою сознательную жизнь служу. До СВО служил в МЧС России, в Республике Саха-Якутия. 11 лет там прослужил. На сегодняшний день являюсь также еще действующим. Ну и просто, как сказать, кроме службы, так сказать, ничего не умею. Поэтому решил сменить место службы и оказался здесь на СВО, подписал контракт, приехал, служу. Служу уже 2-й год здесь. Вот ты служишь 2-й год, то есть довольно долго здесь находишься. Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, человек может привыкнуть к жизни на войне? Мне кажется, человек вообще может привыкнуть ко всему, ко всем условиям жизни, все, что бы с ним ни происходило. Но мое мнение такое, что можно привыкнуть, да, ко всему, скорее всего. Опять же, ты довольно давно уже находишься на специальной военной операции. Скажи, почему или по кому ты больше всего скучаешь из гражданской жизни? Ну, это, конечно же, моя семья. У меня жена, 3 детей, родители мои, конечно. Да, по ним всем скучаю больше всего. Говорят, независимо от того, сколько времени ты провел на боевых действиях, неделю, месяц или год, ты как-то меняешься. Ты заметил в себе какие-то изменения? Но особых изменений, скорее всего, прям нет. Ну, именно вот про себя, если говорить, особых изменений я не заметил. Да. И еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что конкретно вот лично для тебя значит слова патриот и патриотизм? Патриот, если вот как своими словами говорить, и даже как я, не знаю, с друзьями своими, возможно, обсуждал, рассказывал им свою позицию, что, ну, вот случился конфликт между нашей страной, Россией, и на данный момент, получается, с Украиной. И для меня было неважно, кто виноват в этом всем, из-за чего началось. То есть я просто пошел за свою страну воевать, так сказать. А все, что потом, когда все закончится, потом начнутся уже выяснения, кто был виноват, почему. Ну вот мое мнение патриотизма, что когда с твоей страной, с твоим родным местом что-то происходит, ты встанешь в любом случае на защиту, неважно, кто виноват, так сказать, был, кто был инициатором и так далее. То есть это все не важно, это все будет разбираться потом. В данный момент я просто защищаю свою родину, свою страну. Как и почему ты оказался на специальной военной операции? Ну, поехал на специальную военную операцию, так как в свое время не служил в армии. И поехал проверить, так скажем, себя на прочность. Здесь убедиться в том, что как бы отдать свой долг родине, скажем, так как не служил. И поэтому вот, наверное, и так я здесь и оказался. В общем, проверить себя на прочность. Можешь вспомнить свои первые часы, дни пребывания на СВО, когда ты понял, что ты попал действительно уже в зону боевых действий? Какие были мысли, ощущения, впечатления? Ну, как бы я изначально, когда сюда только ехал, уже настраивался на то, ну, куда я еду и что здесь может произойти. Ну, а первые же впечатления, это когда только нас начали завозить на Уралах, на технике, уже летали камики, и не успели мы буквально приехать сюда, до точки, до одной, перед тем, как уже заехать на ЛБС. Ну и стабильно по нам сразу начал отрабатывать танк. Поэтому тут сразу все было понятно, куда попали. А вот ты уже довольно долгое время на специальной военной операции. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, человек может привыкнуть к жизни на войне? Ну да, нахожусь я здесь с 24-го года. Да, очень даже может привыкнуть. Так как ездишь, в основном, получается, домой ты ездишь в отпуск. А живешь в основном все время основное здесь.
Поэтому здесь достаточно привыкаешь, и домой уже, когда приезжаешь, уже понимаешь, что с тем, с кем общался, уже особо и разговаривать-то не о чем, потому что как бы уже жизнь протекает в основном здесь и вся. Как-то вот так вот получается в нашей работе. А ты уже думал о том, чем займешься дома на гражданке, когда вернешься с победой? На данный момент, честно, нет. Не думал и даже почему-то, наверное, пока что еще даже не задумываюсь, так как еще собираюсь дальше работать здесь. Поэтому даже не знаю, чем сейчас заняться на данный момент на гражданке. И еще такой вопрос. До сих пор есть люди, которые могут задаваться вопросом, для чего все это? Вот как бы ты им ответил на этот вопрос, для чего все это? Да я даже не знаю, как это все объяснить. Ну для чего, для чего? Я думаю, это для того, в первую очередь, чтобы гражданские люди, мирное население жило спокойно, в первую очередь, чтобы было чистое небо над головой. И дай бог, чтобы не было никогда этой больше войны. Побыстрее бы она закончилась, и чтобы все начали жить спокойно и мирно. И еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, что вот для тебя значат слова патриот и патриотизм? Ой, я не знаю даже, как это тебе правильно выразить. Патриот, патриотизм. Я думаю, наверное, это должно быть у каждого внутри себя как-то. Я думаю, наверное, не у каждого человека оно есть. И как бы не каждый человек, наверное, придерживается такого. Ну, я думаю, это, наверное, в первую очередь должно быть внутри в каждом человеке. Либо он есть патриотизм, ну, либо его нету у человека. Почему ты оказался на специальной военной операции? Потому что специальная военная операция – это война, дело мужское, тяжелая, трудная мужская работа. Каждый мужчина обязан вставать на защиту своей родины, когда ей нужна помощь. Когда ты принял это решение и сказал о нем друзьям, знакомым, родным, как они отреагировали? Отреагировали все по-разному. Ну, дома, конечно, пытались переубедить, но я им высказал свое мнение, и они меня поддержали и до сих пор поддерживают. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, может ли человек привыкнуть к жизни на войне? Человек такое существо, что привыкает абсолютно ко всему. Можно привыкнуть ко всему, и к войне, и к мирной жизни. Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании значат такие слова, как патриот и патриотизм, лично для тебя? Патриот и патриотизм – это человек, который предан своей родине, любит свою родину, свой народ, свою семью, своих родных. Ты уже думал о том, чем будешь заниматься, когда вернешься домой с победой? Что делаешь в первую очередь? Конечно, знаю. Обниму своих родных, свою семью, жену, детей расцелую. А потом пойдем работать дальше.